Здравствуйте, дорогие подписчики. Скорее всего, дорогие подписчицы, да? Я думаю, что в основном меня смотрят женщины, девушки. Сегодня очень жарко. И, наконец-то, добралась я до карт ближе к вечеру. В общем, одна моя подписчица попросила сделать расклад на тему отношений. Что происходит между нами, то есть между женщиной и мужчиной. Давайте сегодня посмотрим эту тему более тщательно. Настройтесь на ситуацию, настройтесь на партнера. Вот в любом случае, те люди, которые попадут на этот расклад, тоже для себя смогут взять какую-то информацию. То есть, если они попадут на этот расклад, значит, не просто так. Вот. Поэтому мы начнем. Позиция будет одна, как я уже сказала, без вариантов. Ну и давайте вытащим 3 карты как сигнификатор ситуации. Так, посмотрите, сигнификатор этой ситуации есть, скажем так, переполненность какими-то иллюзиями, мечтами о семье. Вот, я так эти 3 карты сейчас вот прочитываю. Сейчас я включу свечку. Без свечки как-то непривычно. Так, сейчас. Так, продолжим. Ну, в общем, выходит у нас здесь карта семьи, десятка пентаклей. Так, ладно. Давайте вытащим по 3 карты сигнификатора партнера и сигнификатор загаданной девушки или женщины. Так, сигнификатор партнера. Так, у человека тут что-то... Ага. И сигнификатор. Ну, давайте сначала на вас сигнификатор. Смотрите. По этим картам видно то, что вам хотелось бы какой-то стабильности в отношениях с этим человеком, а по факту у вас пока ничего не стабильно, скажем так. Плюс еще вас очень сильно тянет к этому человеку, по дьяволу, да. То есть такая зависимость есть немножко от этого человека. Может быть, вы проигрываетесь как вообще кармические партнеры. Вот. Ну, в общем, вы зависите как-то вот от этого человека, и зависимость не совсем хорошая. Ну и так понятно, да, по дьяволу, какая тут зависимость. Вот. Плюс еще по дьяволу у нас иногда проигрывается какая-то сексуальная привязанность к партнеру. Может быть, он вас как-то манит к себе именно своей физикой, да. Вот. То есть вам хотелось бы стабильности с этим партнером. Ну, тут вообще карта свадебной церемонии, да. Каких-то традиционных отношений вам хотелось бы. Ну, традиционных имеется в виду там не свободных, да, скажем, такие полноценные отношения хотелось бы выстроить с этим партнером. Но пока есть с этим какие-то проблемы по карте 5 мечей, которую нам показывает. Вот такая вы у нас сегодня выходите. Что по поводу партнера? Значит,
Рыцарь Пентаклей, который хочет проявиться королеве кубков. Такой у нас партнер сегодня выходит, и у него есть душевные раны на сердце. Вот. И также тройка мечей у нас проигрывается как карта любовного треугольника. Так. Что думает о вас партнер, о девушке, которая смотрит это гадание? Что он к вам конкретно чувствует? Так. Сейчас, извините. Так. Что вы чувствуете по отношению к партнеру? Так, ну смотрите, не вижу я каких-то карт, которые как-то проигрываются. Так, ну, во-первых, расстояние между вами есть какое-то. Расстояние не обязательно физическое, но и как бы в метафорическом, да, плане расстояния. То есть как-то вы отдалены друг от друга. И получается то, что между вами очень мало связи. Между вами как-то очень мало связи, и на мой вопрос вот получается, что чувствует, что думает о вас партнер, вот как-то вот выходит вот это. Так, может быть, партнер о вас мало что знает вообще, в принципе. И партнер пока занят какими-то своими любовными делами. Он однозначно хочет проявиться какой-то женщине, королеве кубков, да, которая у нас здесь выходит. Но между ними есть какие-то сердечные дела, какие-то сердечные обиды, душевные раны. Так. Ну и по поводу вас, значит, карты вышли такие, что вы находитесь в ограничении, то есть не видите настоящее положение дел этой ситуации. Вот. И также хотите как-то вот, ну, проявить себя, проявиться к этому партнеру. Вот. Ну, вообще, есть чувства между вами? Есть ли чувства между вами? То есть, какие чувства у партнера по отношению к вам? Так. Тайная женщина выходит нам здесь. Какие-то страхи есть у человека. И человек в двойственности. Так, ну смотрите, может быть так проиграется этот расклад, что у человека действительно уже кто-то есть. Ну и вроде как, возможно, и к вам он тоже испытывает. Может быть, тайно как-то подглядывает за вами. Почему тайна? Потому что вот у него есть какие-то вот страхи, которые он сам себе напридумывал. И вообще, может быть, у него все в такой стадии, скажем так, разработки по отношению к вам. То есть он в позиции выбора находится. Вот. И еще я тут вам сказала, что связь между вами такая очень маленькая связь, неощутимая для него. То есть вас очень мощно тянет к этому человеку по дьяволу. А вот с его стороны связь, она еле ощутимая. Вот.
То есть, ну, как бы, ну, вот так вот у меня карты показывают. Так. Есть ли будущее у этой пары? У загаданного партнера или девушки, которая смотрит гадание? Ну, вот что хотите, делайте, да, ну, вот карта башни, карта такого разрыва, и тут еще 8 кубков, карта ухода. Ну, в общем, буквально эти 3 карты можно так прочитать, что если есть какая-то перспектива, да, то есть какие-то планы на эти отношения, то, скорее всего, закончится это все печально и закончится уходом из этих отношений. Так. Я так понимаю, что главный вопрос моей подписчицы был в том, что есть ли действительно что-то сверх, какая-то связь между этими 2 людьми, между загаданным партнером и девушкой или женщиной. Есть ли какая-то связь такая божественная, ну, так вот скажем? Ну, тут 9 кубков, вообще карта называется любовный напиток, то есть одурманенность есть. Есть какая-то одурманенность, и не совсем она в хорошем смысле слова, то есть как-то все-таки я думаю, что этот человек вас привлекает все-таки по физике. Жезлы у нас масти такие очень страстные, скажем так, да, то есть немножко туз жезлов, например, у нас такое обозначает сексуальное начало, да. Тут вот паж жезлов у нас выходит. Тут нет ни одного старшего аркана, который как-то вот глобально бы нам указывал на эти отношения. Тут есть одурманенность этими чувствами. Вот. То есть кто-то кого-то здесь водит за нос. Я боюсь то, что вот этот товарищ водит вас за нос. И по нему у вас создается впечатление, что между вами и этим партнером загаданным есть какая-то связь. Так. Ну хорошо, давайте спросим, будет ли как-то партнер загаданный проявляться к девушке, которая смотрит гадание? Все-таки. Так. Ну вот, страсти приехали. Тут у нас выходит карта влюбленные. У меня такое ощущение, что эти 3 карты вот так я проигрываю. Этот человек, партнер, будет бороться за воскрешение отношений. Но я думаю, что он будет бороться за воскрешение отношений, которые у него на данный момент есть. Потому что он у нас вышел рыцарем пентаклей, 3 мечей, и тут рядом с ним королева кубков. Я подозреваю, что все-таки у партнера кто-то есть, и вот он сейчас как-то рвется, мечется по поводу этих отношений. Мне кажется, что все-таки он
пытается сейчас построить отношения с королевой кубков. Конечно, может быть так получиться, что вообще весь этот расклад можно трактовать так, что если вдруг королева кубков это вы, то получается, что человек как-то будет вот работать над тем, чтобы построить с вами отношения. Но вот это вот 30% может проиграться. 70% то, что у него уже кто-то есть, и у него есть с этим партнером какие-то проблемы с этой женщиной. И он как-то вот будет бороться над тем, чтобы восстановить с ней отношения. Вот. Ну и потом напомню то, что в начале расклада нам вышла карта иллюзорности. То есть сигнификатор ситуации — карты иллюзорности. То есть карты нам как-то намекают на то, что все, что вы думаете по поводу этого партнера, скорее всего, иллюзорно. То есть, и опять-таки, вот нужно как-то освободиться от этого товарища, чтобы вас не тянуло к этому человеку. Вот. Так, ладно, давайте этот совет от карты Таро. Какой совет нам дают карты девушки, которые смотрят это гадание? Так. Проявление любви. Проявление любви к кому? Так, смотрите, я вытащила специально 6 карт, не 3, а 6. В общем, карты нам говорят о том, что нужно любить по справедливости. То есть, грубо говоря, нужно найти такого человека, которого вы будете любить, да, проявлять действительно настоящую любовь по справедливости, то есть по действиям, то есть когда партнер будет проявлять к вам какие-то действия, вы по справедливости оцените эти действия и будете сами решать, любить вам это партнера или нет. Ну, я немножко сейчас таким странным языком говорю, просто я пытаюсь перетранслировать значение карт на русский язык. Так, и еще раз, значит, возможно, вот по карте 4 кубков вы сейчас не видите, что, скажем так, Вселенная дает вам шанс. Вот здесь шанс изображен, и здесь шанс изображен. Шанс на развитие каких-то новых отношений. Возможно, вы не видите, возможно, ваши глаза закрыты, и вы заняты чем-то другим.
То есть вам надо раскрыть глаза. Кстати, на вас тоже здесь выпадала карта, да, с закрытыми глазами, вот эта карта ограничений. То есть вам надо снять вот эти путы и увидеть шанс, который дает Вселенная, да. Возможно, рядом с вами есть какой-то партнер, которого вы не замечаете или не хотите замечать. Вот. Ну и также карты нам говорят о том, что нужно все-таки, если проявлять чувство, любовь к кому-то, то только по справедливости, то есть смотреть на поступки человека по отношению к вам. Если поступков по отношению к вам никаких нет, то тогда нужно абстрагироваться от этого человека. Вот. Так. Давайте спросим карты. Есть ли рядом с девушкой, которая смотрит это гадание, человек, с которым у нее получится отношения? Так, два старших аркана. Солнце и колесо фортуны. Так. Ну, карты как-то здесь напрямую, конечно, не отвечают. Так, карта скупости, карта удачи, карта солнца. Так. Ну, скорее всего, рядом такого человека как бы сейчас на данный период нет, но возможно появится. Ну и потом нам тут выходили карты шанса. Шанс есть на построение каких-то других отношений. Так, ну, в общем, я хочу сказать, что получился расклад такой, что вас к этому человеку тянет по дьяволу. То есть не совсем хорошая привязанность у вас к этому человеку есть. У этого человека по-любому есть другой партнер, с которым у него не все ладится. Вот. И карты нам говорят о некой иллюзорности этой ситуации. И карты вам подсказывают то, что если и любить кого-то, то только по справедливости, то только по поступкам человека, который он будет делать по отношению к вам. Вот, то есть я так вот могу немножко резюмировать вот этот расклад. Там как-то я могу ошибаться. Я могу ошибаться, потому что я начинающая. Я начинающая, как бы, да. Но я вот так вот прочитываю карты. Вот. И вообще спасибо вам за обратную связь, то, что вы пишете мне свои истории и задаете темы раскладов. Спасибо вам большое. Ну и давайте так срезюмируем то, что 70% того, что у человека уже кто-то есть, и он как бы пытается настроить эти отношения. И 30% того, что он как-то пытается к вам проявиться, то есть тоже находится в такой
в позиции выбора, проявляться к вам или нет. Вот. Делать действия по отношению к вам или нет. Но это 30%. Вот такой вот расклад. Спасибо вам большое за просмотр, и буду дальше учиться и буду дальше делать расклады для вас.